Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студии Улугбек Салимбекзаде. Ну и к новостям к этому часу. 16 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации Уважаемый Эмомали Рахмон во Дворце нации принял председателя Жагарку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбека Шакиева. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Таджикистана и Кыргызстана в областях, представляющих взаимные интересы, в том числе в межпарламентской сфере. Президент страны Уважаемый Эмомали Рахмон заявил, Таджикистан придает особое значение развитию многопланового сотрудничества со своим близким соседом Кыргызстаном. В этой связи была подчеркнута важная роль парламентской дипломатии в продвижении этого процесса. Большое внимание было уделено деятельности межпарламентской группы дружбы, обмену опытом и взаимной поддержки на международной арене посредством парламентов. Большое внимание также было уделено развитию сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызстаном в приоритетных областях торговли, экономики, транспорта и транзита, агропромышленного комплекса, а также водно-энергетического комплекса. Важной темой обсуждения также стало расширение взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. Также состоялась плодотворная беседа об укреплении взаимодействия двух стран в рамках многосторонних структур, в частности Организации Объединенных Наций, Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества и Организации договора о коллективной безопасности. 15 сентября председатель Жокурку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Турунбек Уулу и сопровождающая его делегация в рамках официального визита в Республику Таджикистан ознакомились с деятельностью государственного унитарного предприятия «Умный город» Smart City, исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Гости вначале ознакомились с деятельностью предприятия, технологическими и инфраструктурными возможностями государственного унитарного предприятия «Умный город». На встрече стороны обменялись мнениями по обмену опытом в области создания умных городов и внедрения передовых решений в области информационных технологий. Стороны выразили готовность к восстановлению партнерских отношений между отраслевыми ведомствами двух стран и отметили значительный прогресс города Душанбе в направлении цифрового развития. Напомним, что 15 сентября в Душанбе с официальным визитом прибыл председатель Жокурку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Турунбек Уулу. В рамках визита состоялась встреча с председателем Маджлиси Милли Маджлиси Республики Таджикистан, председателем города Душанбе, уважаемым Рустамом Эмомали, с участием официальных делегаций. Государственное учреждение отдела эксплуатации дорог района Шоу-Мансур разработало план подготовки к зиме 2025-2026 годов для бесперебойной и эффективной работы в осенне-зимний период. В рамках подготовки ведутся заготовка топлива, необходимых противоскользящих материалов и других ресурсов. В соответствии с постановлением председателя города Душанбе Рустама Эмомали, утвержденным планом мероприятия управления дорожной эксплуатации района Шох-Мансур приступило к подготовке к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов. Своевременная реализация плана и сложенная работа сотрудников позволили полностью подготовить муниципальные структуры и создать условия для работы персонала. Городская комиссия во главе с заместителем председателя Саломзодой Рахмедином Саломом, руководство района и представители других структур проверили готовность управления. Для эксплуатации коммунальной техники заготовлено 25 700 литров дизельного топлива, 2800 литров бензина, 4100 тонн противоскользящих материалов, 10 тонн угля и необходимые смазочные материалы. На складах также хранятся теплая одежда, обувь, запасные части и другие ресурсы. Расчистка дороги, обеспечение движения транспорта осуществляется коммунальной техникой, мусоровозами, снегоочистителями, грузовыми, сервисными, специальными и грузоподъемными машинами. Руководство уделяет особое внимание техническому состоянию техники и готовности к круглосуточной работе. Полная подготовка коммунальной техники обеспечивает безопасное и бесперебойное движение транспорта, а также сохранение дорог в надлежащем состоянии. Готовность управления признана высокой, план выполнен полностью и условия для сотрудников улучшены, что позволяет дежурным работать в ночное время без перебоев. С целью привлечения большого числа детей и подростков в кружки, а также налаживания дальнейшего сотрудничества с образовательными учреждениями в направлении развития интеллекта, знаний и выявления и поддержки уникальных талантов в государственном учреждении Центра дополнительного образования района Шоу-Мансур города Душанбе был проведен День открытых дверей. Наши коллеги подготовили репортаж о ходе этого мероприятия.
В начале мероприятия приняли участие, выступили руководство и представители исполнительного органа государственной власти района Шох-Мансур. Было отмечено, что сегодня, к счастью, в вузах, колледжах и средних школах нашей страны изучаются различные языки. И наряду с освоением родного языка значительно возрос интерес подрастающего поколения к изучению иностранных языков. Все это является результатом внимания и заботы лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона. Следует напомнить, что учреждения, охватывая учащихся образовательных учреждений района Шох-Мансур, дополнительным образованием во внеурочное время ставит своей целью приобщение обучающихся к науке и знаниям, эффективное использование свободного времени детей и подростков, предотвращение правонарушений, беззакония, бесцельного времяпровождения и других нежелательных явлений среди этой уязвимой категории общества. Вместе с тем, деятельность центра этим не ограничивается. Одним из направлений является выявление и развитие редких талантов и способностей. В этом контексте в учреждении действует отдел культуры, который способствует выявлению и вовлечению одаренных детей и подростков в культурно-развлекательные мероприятия районного и городского уровня. Учащиеся образовательных учреждений вступили в кружки по интересам и также ознакомились с процессом обучения и воспитания в действующих кружках Центра дополнительного образования и района Шох-Мансур. Руководители кружков для более увлекательного проведения занятий широко используют различные нетрадиционных уроков, такие как игры, соревнования, викторины, пение, просмотр учебных фильмов, презентации, видеоролики. Кроме того, в учреждении с целью освоения точных наук организовано изучение математики, химии и информационных технологий, что позволяет детям и подросткам овладеть естественными науками и IT-направлениями. Следует подчеркнуть, что обучение в учреждении является бесплатным, и после 3 лет обучения учащиеся проходят аттестацию и получают свидетельство об окончании. Ну и последнее о спорте. Молодой и перспективный таджикский спортсмен Мухаммади Раджабов, завоевавший свою первую медаль на чемпионате мира среди подростков по академической гребле, вернулся на родину. В международном аэропорту Душанбе его встретили спортсмены с государственными флагами, представители спортивных ведомств, близкие, ну и, конечно, болельщики. Сегодня в международном аэропорту города Душанбе царила особая атмосфера радости и гордости за историческую победу. Впервые сборная Таджикистана завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по академической гребле. И этого успеха добился Мухаммади Раджабов. Молодой и перспективный спортсмен, выступающий за родину с сильным чувством патриотизма и целеустремленности, еще раз прославил Таджикистан на мировой арене. Встречать героя в аэропорт пришли представители Федерации гребного спорта Таджикистана, тренерский штаб, болельщики и журналисты. По их словам, эта победа – гордость не только для Мухаммади, но и для всего таджикского народа, а также надежда на новые достижения в будущем. Сам спортсмен выразил благодарность государству и народу за поддержку, подчеркнув, что эта медаль – лишь начало его большого спортивного пути. Раджабов заверил, что с еще большей энергией и подготовкой он готов к новым победам на международных аренах. Эксперты отмечают, успех Мухаммади Раджабова стал не только шагом вперед в развитии академической гребли в стране, но и значимым вкладом в популяризацию водных видов спорта в Таджикистане. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами в нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.